3 года назад трагически оборвалась жизнь народного поэта Шамиля Джикаева. На филологическом факультете СОГУ состоялся вечер памяти писателя. Студенты рассказывали стихотворения любимого наставника, коллеги делились воспоминаниями. Тем, кому не посчастливилось лично поучиться у Джикаева, показали лекцию ученого в записи. Говорили в этот день исключительно на астинском языке. Сегодняшнее мероприятие было приурочено к тому, что вот уже 3 года, как знаменить нашего любимого декана, выдающегося поэта, писателя, ученого, драматурга, который очень много сделал не только для осетинской литературы, но и для всей Северной и Южной Осетии в целом. Камерный хор Агунды Кокойти вернулся с фестиваля «Моцартовская Прага». Коллектив наградили почетным дипломом победителя и кубком из богемского стекла. Репертуар хора также пополнился новыми композициями. Где бы ни выступали осетинские хористы, в России или за рубежом, всегда и везде публика принимает коллектив восторженно, с овациями и восхищенными возгласами. Я в восторге. И от поездки, и как нас принимали, притом самое удивительное, там же все в конце концов на конкурс приехали. Каждый за себя болел. А вот удивительно то, что почти что все хоры за нас болели. Мы были благодарны. Может быть, и вот эта аура их такая потрясающая. Единый государственный экзамен по географии и литературе сегодня сдают выпускники. Тестирование проходит в 85 регионах России. В Северной Осетии географию сдают 507 человек, а литературу 452. В республике организовано 7 пунктов приема экзаменов. На выполнение тестирования по географии отведено 3 часа, на литературу 4. Все классы, где пишут ЕГЭ, оборудованы камерами видеонаблюдения и аудиозаписывающими устройствами. При входе в школу установили металлоискатели. Все пункты приема экзамена в Северной Осетии соответствуют нормам Рособорнадзора. Следующий по расписанию экзамен – русский язык. Его выпускники напишут 29 мая. Основной этап ЕГЭ продлится до 11 июня. Финал универсиады среди учащихся сельскохозяйственных вузов по вольной греко-римской борьбе состоялся в столице нашей республики. В церемонии открытия турнира приняли участие представители Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Северной Осетии, а также именитые спортсмены. На ковер Дворца спорта «Манеж» вышло около 300 борцов из 24 регионов России. В нашем городе сельхозуниверсиада проводится впервые. Честь Северной Осетии на турнире защищали студенты Горского аграрного университета.